Якутске прошел 5-й съезд Ассамблеи народов Якутии с участием более 600 делегатов из районов и городов республики. Среди участников глава Якутии Игорь Борисов, зампредседатель Ассамблеи народов России Николай Бухонин и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Виталий Сучков. Проблема мигрантов сегодня для нас становится резонансным вопросом. Да, мы понимаем, есть определенная проблема, которая не воспринимается местными людьми, независимо от национальности. И русские, и якуты, и другие, которые постоянно живут здесь, они от некоторых действий мигрантов они получают отвращение. Они не воспринимают эти действия, и создается определенная напряженность. Почему? Потому что мигранты, движение миграционное, именно импорт, сюда приезд, миграция, она как-то не отрегулирована до конца. К сожалению, это регулируется федеральным законодательством. И мы вынуждены исполнять федеральные законы и идти навстречу приезду мигрантов. Но здесь основную роль играет тот, кто заявляет. Я обращаюсь к своим землякам, руководителям хозяйствующих субъектов, которые без надобности, чтобы не приглашали иностранную рабочую силу. Они иногда делают так, что гоняясь за дешевой рабочей силой, гоняясь за определенными, именно с учетом своих узких интересов, они идут в разрез закона. Идут через моральные, как говорится, какие-то границы. Это все должно быть отрегулировано. Поэтому правительство республики дано задание весь этот вопрос еще раз проанализировать и разработать нормативные, именно субъектовые, которые будут ограничивать без надобности приглашать мигрантов. Стоит отметить, что именно в Якутии впервые в стране была создана Ассамблея народов, и только потом, в 1998 году, Ассамблея народов России. В прошлом году на концерте, посвященном национальному единству, я увидел, как можно на территории одного учреждения так собрать номера и подготовить их такие, которым видно не просто про разные народы, а вот как именно дружбу народов. Поэтому я считаю, что не все хорошо, но в республике действительно построена система национальной политики. В первый день съезда в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского работали 4 дискуссионные площадки. Спектр тем был широк, начиная от евразийских проектов республики до молодежного взгляда на межнациональное согласие. В республике Саха-Якутия я не один раз бывала, но сегодня на площадке мы рассматривали, на мой взгляд, очень актуальную тему – многообразие культур к воспитанию современной личности, поскольку сегодня очень много говорят о влиянии территории, о влиянии традиций на современное молодое поколение. В Москве недавно завершился исторический первый съезд народов Евразии. Там я была модератором площадки «Этнокультурный диалог на евразийском пространстве». И по итогам работы площадки я высказала предложение, и сегодня об этом говорила, чтобы Республика Саха-Якутия стала постоянной площадкой в рамках Ассамблеи народов Евразии по проблемам этнокультурного развития. Очень приятно сегодня быть в Республике Саха-Якутия, в гостеприимной республике, в Доме дружбы народов. Мы знаем, что в республике проживает большое количество разных национальностей, и благодаря той самой работе, которую проводит и Дом дружбы, и правительство, и, конечно же, институты гражданского общества, и общественные организации, как молодежные, так и не только молодежные, все здесь происходит в мире дружбы и согласия. Это, конечно же, очень важно. Это является серьезным примером для других регионов Российской Федерации. Хочется сказать еще о том, что молодежь в республике Саха-Якутия всегда была яркой и талантливой и выделялась
способностями, своими такими яркими действиями и поступками, направленными на то, чтобы народы дружили. И здесь всегда было очень много инициатив, которые затем расходились по стране. К примеру, создание Ассамблеи народов Якутии пришло первым в Республику Саха-Якутия, а затем уже была создана Ассамблея народов России. Также из молодежной ассамблеи идея зародилась именно здесь, и нам приятно, что республика стала инициатором создания Ассамблеи народов России. Мы россияне, и здесь всегда были такие яркие личности, которые до сих пор звездят, сияют. Мне бы хотелось, чтобы республика также процветала, также были оказаны все меры поддержки молодежи здесь на уровне республики. И мы, как Молодежная ассамблея народов России, как ресурсный центр, всегда рады поддержать и всегда рады быть у вас в гостях. Как отметили участники, состоялся конструктивный разговор. Проведение съезда – это повод еще раз обсудить актуальные проблемы развития духовного наследия и дружбы народов, без чего невозможно решение социальных, экономических и иных задач, от которых зависит будущее нашей республики. Пресс-служба Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского.